А теперь о развитии ситуации в другой горячей точке этого же Кавказского региона, Чечне. Мы редко оттуда имеем оригинальную видеоинформацию, или, как мы выражаемся, картинку. Но сегодня у нас она есть в репортаже нашего специального корреспондента Владимира Калиновского, который только что вернулся из поездки в Грозный. Ровно месяц назад оппозиция президенту Джохару Дудаеву вышла в Грозном на площадь. Она требует отставки Дудаева, обвиняемого в развале экономики и антиконституционных авторитарных тенденциях, проведения референдума о государственном устройстве Чечни, нужен ли ей вообще институт президентства, и досрочных выборов нового состава парламента, который должен реально отражать расстановку политических сил в республике. Программа «Правовой и политический вес», которой подкрепляется аналогичными постановлениями самого парламента и Конституционного суда Чечни, поддержкой большинства, как утверждает статья оппозиции, глав местных органов самоуправления, а также отказом значительной части силовых структур встать на сторону президента. Но Джохар Дудаев собственными указами объявил о том, что приостанавливает деятельность парламента, назначает досрочные выборы нового его состава на сентябрь и вводит в этот срок президентское правление. Полагает, что он довольно легко принял и решение о распуске возглавляемого им правительства, и уже в обход парламента сформировал новое, освободившись при этом от фигур, к которым сам потерял интерес. Что дальше? Сторонники Джохара Дудаева уравновешивают бессрочный митинг оппозиции собственным митингом. Отсюда раздаются предупреждения оппозиционерам не испытывать терпения народа. Здесь муссируется тезис о том, что в оппозиции интеллигенция, оторванная от народа, и выходцы из партийной номенклатурной среды недавнего прошлого, которые рвутся к власти и готовы предать идею чеченского суверенитета. Его главным гарантом здесь признан Дудаев. Просим вас, президент, всенародно провозгласить Чеченскую Исламскую независимую республику. Также просим вас все движения, официальные и неофициальные, формальные и неформальные, партии, прессу и митинги, противостоящие и мешающие созданию Исламской республики, объявить антигосударственным и объявить вне закона. Подписи всех командиров частей и подразделений Национальной гвардии. Такие призывы выгодно оттеняют поведение президента, который для пресечения выступления оппозиции силу не применяет. Впрочем, очевидная вооруженность обеих сторон конфликта в сочетании с традицией родовой ответственности за пролитую кровь определенно побуждает взвешивать возможные последствия физического столкновения. Пока противостояние приняло в Грозном перманентный характер, и сроки разрешения кризиса лидеры оппозиции прогнозировать не берутся. Я не знаю сроки, но я твердо знаю, что всегда демократия побеждала. Если посмотреть все те действия, которые делает Джохар Дудаев и его окружение, тут национал-социализм со всеми вытекающими отсюда обстоятельствами, это идеология исключительности, по крайней мере, личности Дудаева и его окружения. Моя задача была, чтобы основная масса граждан республики осознанно увидела действительно цели и намерения оппозиции. Цель оппозиции была здесь принудить меня распустить парламент, парализовать власть и объявить меня диктатором. Приписать мне функции диктаторства и спровоцировать какой-нибудь конфликт. Решение принято, президентское правление введено, и оно должно наладить государственное устройство. В таком конфликте трудно рассчитывать на компромисс с длительной перспективой.